На протяжении многих веков книга является хранителем знаний, а чтение – лучшим способом развития и обучения человека, формирования его мировоззрения и расширения кругозора. Истоки зарождения книжной культуры Удмуртии восходят к первой трети XVIII столетия. В 1726 году одним из подвижников Петра I по исследованию России, немецким ученым Даниэлем Мессершмиттом, был составлен рукописный дневник, содержащий около 350 лексем удмуртского языка. Первые удмуртские слова были записаны латиницей. Кириллица впервые была использована для записи удмуртского варианта стихотворения, которым приветствовали императрицу Екатерину II во время ее приезда в Казань на марийском, чувашском, удмуртском и татарском языках. Выдающимся событием стал выход в 1775 году первой удмуртской грамматики, сочинение, принадлежащее грамматике водского языка, созданное под руководством просветителя народов Поволжья и Предуралья, митрополита Казанского и Свияжского Вениамина Пуцика-Григоровича. Важную роль в культуре региона сыграла христианская религиозная переводная литература. В середине XIX века в Казани издаются переводы текстов Евангелия на сарапульском и глазовском наречиях, молитвенники, духовно-нравственные поучения. Значительным шагом в истории национального книгопечатания было издание книг первых просветителей удмуртского народа. Крупнейшей фигурой среди них является ученый-этнограф Григорий Верещагин. Его книги «Ватики Сосновского края» и «Ватики Сарапульского уезда» Вятской губернии отмечены серебряными медалями Императорского русского географического общества. Во второй из них опубликована колыбельная «Чагыр-Чагыр-Дедеке», которую часто называют первым удмуртским стихотворением. В плеяде просветителей-педагогов имена Владислава Ислентьева, Ивана Яковлева, Ивана Михеева, авторов популярных учебников, сборников публицистических произведений, лирических песен. Спрос на них был большой. Сочинения по картинкам Михеева на русском языке выдержали 17 изданий. Печатали их труды в Казани, Елабуге, Вятке. Территория современной Удмуртии входила в состав Вятской губернии отдельными уездами. Первые типографии в уездных городах Сарапуле и Глазове открываются в 60-х годах XIX века. В поселке Ижевский завод типография открылась позднее, в 1895 году. На развитие книжной культуры Сарапула и всей Вятской губернии оказал большое влияние автор азбуки для удмуртов Николай Блинов, просветитель, педагог, священник, этнограф и писатель. Он является автором книг о Сарапуле и Сарапульском уезде. Одна из наиболее интересных книг, выпущенных в Ижевском заводе, сочинение местного жителя Андрея Соловьева. Краткая история ижевских заводов бесплатно раздавалась рабочим во время празднования столетия оружейного и сталеделательного заводов и побила рекорд среди местных тиражей. Было издано более 9000 экземпляров. В начале 20 века появляются газеты в Сарапуле и Ижевском заводе. Газета на удмуртском языке, печатаемая в Елабуге, с 1905 года выпускаются календари-ежегодники для удмуртов в Казани. К 1925 году в Водской автономной области издавалось 5 газет, 3 из которых – «Гудыри», «Ижевская правда», «Голос крестьянина» были областными. С этого времени начинает работу кооперативное товарищество на паевых началах «Удкнига», ныне издательство «Удмуртия». Первые просветители воспитали новое поколение деятелей культуры. На смену им пришли Кедра Митрей, главный редактор газеты «Гудыри», Кузибай Герд, Ашальчи Аки. Герд стал одним из основателей национального книгоиздательского дела в Удмуртии. В 20-х годах выпускалось большое количество общественно-политической литературы на удмуртском языке. Популярностью пользовались книги из серии «Хозяйство уже из печи Дуньен. Книгаос» и «Крестьянлы Куле Книгаос». Они знакомили сельских жителей с новейшими достижениями в области растениеводства и животноводства. В серии «Крестьянлы Куле Книгаос» обязательные книги для крестьян также выпускались книги по вопросам медицины, санитарии и гигиены. В годы Великой Отечественной войны количество издаваемых в республике книг сократилось. Большую часть изданий составляли переводы книг центральных издательств. Выходили и оригинальные местные издания, освещающие боевые подвиги жителей Удмуртии на фронтах
и трудовой героизм тружеников тыла. Значительное количество брошюр было посвящено пропаганде военных знаний. Ухудшение социально-бытовых условий в период войны требовало усиления профилактической работы с населением и обусловило выпуск литературы, предназначенной для медицинского просвещения населения. Такие издания часто выходили параллельно на русском и удмуртском языках. В помощь народному хозяйству выпускалась сельскохозяйственная литература, освещающая актуальные проблемы и учитывающая особенности территории. В художественной литературе военных лет основными темами становятся патриотизм, мужество, героизм. В послевоенные годы перед книгоиздательством республики были поставлены задачи, связанные с восстановлением и дальнейшим развитием народного хозяйства и культуры республики. Периодические издания широко освещали работу предприятий, колхозов, совхозов по внедрению новой техники и технологий, рационализации и изобретательству по повышению производительности труда. В последние десятилетия XX века книгоиздание республики прошло трудный путь преобразования. Книжный рынок обрел определенную стабильность, достиг равновесия спроса и предложения. Высокое качество книг государственного издательства «Удмуртия» отмечено Государственной премией Удмуртской республики, дипломами Всесоюзного и Всероссийского конкурсов «Искусство книги», премией фонда имени выдающегося русского издателя, просветителя Ивана Дмитриевича Сытина, премией Ассоциации книгоиздателей России. Сегодня книгоиздание в Удмуртии вносит серьезный вклад в культурную, просветительскую, научную, экономическую сферы республики и страны.